Всем привет! Мы занимаемся. Сегодня я расскажу, как играть в память. Память или концентрация это уж точно одна из самых простых карточных игр, по крайней мере из тех, которые я умею играть. И игра максимально легкая. Наверное, даже пятилетний ребенок сможет в нее сыграть, или даже младше. И младше и младше, потому что в игре отсутствуют очки, взятки, комбинации. Этого вообще нету. Там максимально простой принцип, то что вы очень быстро вы очень быстро сможете сыграть в эту игру. Итак, для игры нужна колода из 52 карт обычная, без жокеров. Существа карт в игре нет. Играет всегда 2 или больше игрока. Цель игры получить наибольшее количество пар. Итак, еще в карточной игре память не только отсутствует очки взять комбинации, но в этой игре еще и отсутствует раздача. Вместо нее есть очень похожий процесс, но это уже не раздача, это уже просто, скажем так, распределение карт. И как оно выглядит? Короче, один из игроков, или несколько, если хотите, он ложит несколько карт в одном ряду в шеренгу. И итак, короче, ставит вот такой ряд. Игрок он создает несколько таких рядов, а вы можете создавать любое количество, но главное, чтобы у каждого ряда было одинаковое количество карт. Так будет симметрично, равномерно и красиво. Итак, ставить несколько таких рядов, и потом начинается розыгрыш. Розыгрыш или же ход игры. Короче, один из игроков, он переворачивает 2 карты рубашкой вниз. И если у карт разные достоинства, то есть как тут, тогда игрок обратно переворачивает рубашку вверх и ставит обратно, и ложит обратно туда, где лежали карты. И потом на этом ход заканчивается, и начинает ходить следующий игрок. Может играть там часовой, против часовой, то что-то. И игрок если 2 карты имеют одинаковое достоинство, то есть там 2 двойки, 2 четверки, 2 валета, 2 туза. Так вот, игрок эти карты
опять-таки переворачивает рубашки вверх, но он уже их забирает себе. Он их забирает себе и короче, ложит рядом с собой, рядом с рядами карт. На этом ход заканчивается и начинает ходить следующий игрок. И, короче, так игроки играют до тех пор, пока больше рядов не остается. Так. И после исчезновения всех рядов, карточных рядов, начинается подсчет пар. Да. Пара — это две карты одинакового достоинства. То есть, да. Каждый раз, когда там будет две карты одинакового достоинства, там всегда игрок будет получать пару. Так вот, владелец наибольшего количества пар выигрывает игру. А игрок с наименьшим количеством пар проигрывает. Так что да. Это... ну и игра длится только на один раунд. Так что да. Еще есть договоренность, дополнительные правила не обязательно. Так вот, можно играть так, чтобы совпадало не только достоинство, но и цвет. То есть там есть семерка пики, но и там семерка бубна, игрок не берет эти две карты, эту пару, потому что у них карта, нет, потому что у них разные цвета. Но если крестовая семерка будет, да, игрок заберет пару, потому что у них одинаковый цвет, они оба черные. Так что да. Итак, я уже рассказал вам все про эту игру. И надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в память, концентрацию. Так что да. Это видео даже... Я думал, это видео будет намного короче, но оно уже длится почти 108 минут, так что не буду затягивать. Мне больше нечего сказать, так что всем пока.